Ассаламу алейкум, тамашабинуни азиз. Здравствуйте, уважаемые зрители. Приветствую всех подписчиков этого юридического канала. Сегодняшняя передача будет отличаться от других передач, которые я раньше вела. Сегодняшняя передача будет на русском языке. И на это есть своя причина. Конечно, позже вы узнаете. Надеюсь, что многие таджики, наши таджикистанцы, понимают русский язык и общаются. Свыше 2 миллиона людей находятся в России, и я очень надеюсь, что они поймут. Думаю, что эта сегодняшняя передача вам принесет пользу. Очень на это надеюсь, и вы возьмете для себя хоть что-то. Недавно, воспользуясь своими конституционными правами в стране, где я в данное время проживаю, на основании закона, и воспользуясь своими конституционными правами в стране, где я родилась, в Таджикистане, мы с участием таджикских активистов провели конференцию. Онлайн-конференцию, к сожалению. Наживую конференцию нам не удалось провести, потому что в связи с тем, что коронавирус и все больше и больше стало число зараженных больше, поэтому мы не смогли провести эту конференцию наживо. И нам пришлось провести конференцию по онлайну. Тем не менее, мы провели. Спасибо всем участникам конференции, которые участвовали. Действительно, да, этим людям было не безразлична судьба жителей Горно-Бадахшанской автономной области и приняли приглашение. Высказали своими мнениями, поделились своими мнениями и какое-то предложение давали. Благодарю всех. Смотрите, этот канал юридический канал, но иногда придется нам все-таки затронуть политику. Я думаю, что каждый гражданин Таджикистана, таджикистанец, если в него течет хоть капли крови, капли совести, скажем так, кровь у всех течет, так, капли совести, они не смогут остаться в стороне. Когда где-то в Таджикистане, в каком-то районе, в каком-то месте происходит правонарушение, ущемление прав людей, и если тем более убивают. О законе мы много говорили. Я подробности не буду подаваться, потому что в ходе конференции каждый участник конференции высказал свое мнение. И там все сказано. Сейчас мне не стоит повторять это. Правонарушение, да, есть у нас. И мы наблюдаем. Цель нашей конференции, во-первых, поводом нашей конференции стало последнее событие в Бадахшане. И цель нашей конференции хоть как-то донести до людей, что происходит. Мы просто не смогли остаться в стороне. Вот эти участники, которые участвовали на этой конференции, активисты, таджикские активисты, эти люди не смогли остаться в стороне просто. В то время, когда там идет правонарушение. Благодарю я этих участников еще раз. Может быть, мы, проводя эту конференцию, мы не сможем ничего решить. Мы не сможем какие-то глобальные проблемы решать. Это я понимаю. И многие тоже понимают. Но факт в том, что мы хотим донести до правительства Таджикистана, до людей, что там происходит. Проснитесь, пока не поздно. Проснитесь. Перестаньте ущемлять права людей. Перестаньте ущемлять права бедного народа. Поступайте на основании закона.
Преступник должен отвечать перед законом. Да, на основании закона. Это в любой стране так. Преступники должны отвечать, если совершил какое-то преступление. Но прежде чем этот преступник должен отвечать, его должны на основании закона судить. И когда вот это решение суда, приговор суда примет законное основание, только в том числе является преступником. Вы должны это понимать, уважаемые. Так, я вот не буду долго тут до подробностей рассказать, потому что в ходе конференции вы узнаете. Я еще хочу сказать, что каждый гражданин Таджикистана имеет право вмешиваться в политику на основании Конституции, своими конституционными правами. Как и в других странах, в Европе и в других странах. Чувство патриотизма у каждого человека должен быть. Каждый человек должен любить свою страну. Как я вижу, в других странах патриотов очень много. Они любят свою страну. Уважают закон. Не нарушая, поступают на основании закона. А те люди, которые нарушают закон, они же отвечают перед законом. Только перед законом. И все. Больше ни перед кем. Хорошо. Я надеюсь, что это пойдет в пользу нашим зрителям. И в последнее время я редко запускаю свои эфиры. Потому что, вы знаете, я вижу, что нашим таджикам, нашему народу не так уж интересно узнать о своих правах. Конечно, очень много сейчас YouTube-каналов. Это наши YouTube-каналы, которые мы варимся в своем соку, там говорим о чем-то. И нашим людям больше всего излить душу, да, высказаться. О чем бы ни было. Только высказаться и все. А узнать о каких-то своих правах им не так уж интересно. И вот по этому поводу я не хочу каждую неделю там попусту тратить свое время. Людям, которые не понимают, людям, которые не хотят понять, узнать о своих правах. Иногда, да, можно. Иногда я могу. Известно, но не каждую неделю. Это основная причина. Ладно. Хорошего просмотра. Тем людям, которых действительно хотят узнать о своих правах, можете написать, можете поделиться, можете подписаться в этот канал и узнать о своих правах и написать какие-то свои проблемы, какие-то предложения свои новые, то пожалуйста. Добро. Посмотрим ход конференции. Всем хорошего просмотра. Спасибо еще раз участникам конференции. Так, ты раз. Слышу, так? Добрый день. Приветствую всех участников конференции и благодарю вас, что сегодня приняли мое приглашение и будете делиться своими мнениями. Конференция организовала мною и с поддержки катализатора мультикультурных инициатив фонда «Своего пространства». Конференция продолжается 1 час, и у каждого участника конференции будет по 10 минут для выражения своего мнения. Поводом проведения этой конференции стало последнее событие и нарушение прав человека в Горно-Бадахшанской автономной области Республики Таджикистан. Так, права человека сейчас в Таджикистане.
Оглашу тему сегодняшней конференции для участников нашей конференции. Так, право на жизнь, произвольное задержание, свобода слова и право свободного доступа к информации, судебная справедливость, свободное вероисповедание. Для начала я хочу ознакомить короткой информацией об Бадахшане тем людям, которые не осведомлены о Бадахшане и вообще про Таджикистан. Так, Горно-Бадахшанская автономная республика, где находится? Горно-Бадахшанская автономная область в составе Республики Таджикистан занимает всю восточную часть Таджикистана, является крупнейшим по площади регионом страны 64 100 квадратных метров. Административный центр области – город Харук. На начало 2020 года в Габау проживает свыше 226 тысяч человек. Бадахшан – это историческая область. В 1895 году по соглашению между Российской и Британской империей Бадахшан был разделен на две части. Одна часть осталась на территории Афганистана, а другая часть осталась на территории Таджикистана. Большую часть населения, 80%, представляют таджики, говорящие таджикском и на памирском языках, рушанском, шугнанском, мунджанском и ваханском. Имеются небольшие группы узбеков, киргизов и другие нации. Большая часть населения, мусульман, сунниты. 85% часть памирских народов исповедуют исламизму, молятся Мухаммеду. Бадахшан – высокогорный регион, занимающий большую часть Памира, второй по высоте горной системы мира, который поэтично называют крышей мира. Горный Бадахшан стал последним территориальным приобретением Российской империи и меньше всего испытал ее цивилизационное влияние. Всего 30 лет тому назад таджикская часть Бадахшана была медвежьим углом СССР. Другая половина Бадахшана больше 100 лет является частью Афганистана. Памирцы действительно храбрый народ. Спокон веков они были храбрыми, и я очень горжусь ими. В Бадахшане, в городе Хароге, несколько раз со стороны народа было протест ноября текущего года. В Хароге возле административного центра Горно-Бадахшанской автономной области проходило несколько тысяч акций протеста. Поводом протеста стало убийство 29-летнего жителя Рошкалинского района Гульбедина Зиябекова. Одновременно тысячи людей вышли в разных странах Европы и в разных городах России. Вышли на акции протеста и с требованием наказать убийц молодого мужчину и оставки местной власти, конечно же. Гульбедин Зиябеков 25 ноября был убит во время силовой операции при задержании со стороны оперативной группы большой операции. При задержании со стороны группа состояла больше из 10 человек, силовиков. В него было выпущено 7 пуль, 4 пули попало в ноги, по одной в живот, сердце и голову. Со слов очевидцев, на его теле было обнаружено многочисленные травмы. Власти утверждали, что он оказывал вооруженное сопротивление. Однако, очевидцы сообщали, что никаких оружий у него не было. Он появился только после происшествия, приехали следственные группы. Во всем сопротивлении он не ранил никого при задержании. Это очень интересно. Его обвинили в совершении ряда преступлений, в том числе в избиении помощника прокурора Рошкалинского района Горно-Бадахшанской автономной области Абдусалома Абирзуды. По словам жителей, ранее, почти 2 года тому назад, он домогался до его сестры. Тогда были разборки между помощником прокурора и Гульбедином и некоторых других жителей Рошкалинского района. В связи с этим его обвинили в совершении преступления. Родственники и друзья жителей Рошкалинского района внесли гроб с телом Зиябекова на площадь и требовали расследования убийств и наказания виновных по же требованию отставки местной власти. Во время протеста был убит еще 2. Тутишо Амиршоев и Гульназар Муродбеков, и еще были ранены
По распуску митинга власти обещали, как и раньше, письменным заверяли протестующих, что за участие в протесте никто не будет привлечен к ответственности, ни к административной, ни к уголовной ответственности. Однако, свое слово я хочу сказать тут, что каждый имеет право на жизнь и на право справедливого судебного разбирательства. Тут я закончила свой короткий речь, и я теперь хочу слушать участников конференции. Акерим, пожалуйста, может, вы скажете свое мнение? Спасибо докладчику за такую обширную информацию. Я хотел просто внести некоторые корректировки в то, что было сказано сейчас. Во-первых, в 1895 году правобережье Бадахшана было присоединено к России, а не к Таджикистану. Тогда же Таджикистана не существовало. Было присоединено к России. А левобережье осталось на территории под протекторатом Британии на территории сегодняшнего Афганистана. А еще некоторая часть Памира осталась на китайской стороне. То есть нас разделили на 3 части. Еще большая часть нашей диаспоры осталась еще задолго до этого на территории Пакистана. Вот. И что касается конфессионального состава, на территории Бадахшана большинство составляют не сунниты, а исмаилиты. Абсолютное большинство. Что же касается статистики по населению, это очень удивительная статистика. Еще в 1979 году по переписи населения 1979 года население области составляло 200 тысяч человек. В 1979. Тогда еще граждане в Таджикистане проживало чуть больше 4,5 миллионов человек. Сегодня в Таджикистане около 10 миллионов человек, а на Памире все еще остается те же 227 тысяч. Это очень подозрительная статистика. Не знаю, какая цель ставится в такой статистике. Я очень сомневаюсь в этой статистике. Во-вторых, и это те уточнения, которые я хотел здесь внести. Что же касается все нарушения, которые были перечислены здесь прав человека, я бы хотел подчеркнуть, что такие нарушения прав человека у нас в Таджикистане происходят повсеместно. Независимо от того, это Бадахшан, или это Хатлон, или это Сурт, или это Раш. Везде у нас такие же нарушения прав человека. Везде произвольное задержание, везде ограничивается решением какого-то подразделения ГКМБ можно ограничить доступность связи интернету на отдельной части или по всему Таджикистану. То есть такое полномочие им дано законодательно. То есть силовые структуры могут в целях, не знаю, каких-то целях стабильности, безопасности ограничить доступ к средствам связи на отдельной территории или на всей территории республики без введения, скажем, каких-то чрезвычайных мер, военного положения или еще что-то. Они имеют право ограничить интернет и без ограничения. То есть им не дано ограничение по времени. Сейчас, например, больше месяца мы остаемся без связи с основной частью Горно-Бадахшанской автономии. Внесудебные казни случались везде. Но почему они
встречают, то есть шумно становится то, что происходит на Памире. Поскольку там проживают этническое и конфессиональное меньшинство, они более, то есть такие случаи более заметны становятся там. То есть каждый проживающий там человек воспринимает это как личное оскорбление, как личное. То есть убийство Гульбедина Зиёбекова затронуло всех памирцев, начиная с самого Тавдема и кончая Нью-Йорк. То есть все они это почувствовали как личную утрату. Что нельзя, к сожалению, говорить о других частях Таджикистана. А то у нас были случаи в Кулябе, внесудебные казни, были и в Гармской группе районов, и были в Сагдийской области, были в тюрьмах у нас массовые убийства заключенных. И во всех случаях у нас, то есть это практически вне Таджикистана об этом мало слышат. Что же касается, когда это происходит на Памире, я же говорю, памирцы везде, во всем мире это принимают. Поскольку они являются этническим и конфессиональным меньшинством, это их касается. Они воспринимают это ближе, чем другие таджики. И сегодня мы видим, смотрите, внесудебную казнь мы стали свидетелями. Сейчас там идет обширное давление на все общество. То есть все население Горно-Бадахшанской автономной области, начиная с Дарвазского района, кончая Мургабским районом, взяты в заложники. Сегодня каждый день по телевидению, по местному телевидению, которое вещает через спутник практически на весь мир, каждый день по 20-30 человек по всем районам людей заставляют перед камерами говорить и осуждать человека, которого убили, совершили внесудебный казнь, и люди с подачи тех же работников ГКНБ выступают по листкам, которые им дают эти работники ГКНБ, и они, не зная вообще об этом деле ничего, они начинают обвинять народ, который около 5000 в конце, скажем, 28 ноября уже на площади стояло больше 5000 человек. Вот и это 5000 человек, они объявляют сегодня преступниками, и по всей области сегодня, несмотря на то, что люди могут быть, например, моральными авторитетами каких-то групп, и их заставляют на публику заставляют их говорить против своего желания. То есть они думают иначе, а их заставляют говорить им же народу, тому народу до этих событий. Например, я был учителем, и я был например, среди своих учеников и их родителей, я был лидером какой-то части общества. И вот если меня заставляют говорить гадости про моих детей, которых я учил, и их друзей, их братьев, сестер, меня заставляют, считайте, с завтрашнего дня я не являюсь никаким моральным авторитетом для этого молодого человека. Я не могу уже с завтрашнего дня в школе быть моральным авторитетом для своих учеников, в университете для своих студентов.
смотрите, все это делается ради чего? Ради того, чтобы сокрыть преступление против человечности, в котором нужно отвести внимание людей на крайние, на другую сторону, и поэтому сегодня там очень идет колоссальное давление на все общество. Вот если вы смотрели заседание парламента области, депутатов заставляют читать по листку то, что он не хочет читать. И за него, может быть, у нас не голосовали практически. Мы знаем, как у нас выбирают депутатов. Уважаемый Алим Шерзон, я вас перебиваю, ваше время истекло, и в конце мы вам дадим еще время. Здравствуйте, спасибо за приглашение, за ваше приглашение на эту конференцию. Я хотела бы воспользоваться этой возможностью и сказать свое мнение, чтобы рассказать свое мнение о последних событиях, которые произошли в Бадахшане. Мы все знаем, что бадахшанцы – это самый храбрый народ среди других регионов в Таджикистане. Я хотела бы сказать, что правонарушения в Таджикистане не только в Бадахшане, но везде в Таджикистане происходит. И я хотела бы высказать свое мнение о том, что как вот это последний видеоролик, который пустили, как силовики, вооруженных силовиков, как убьют этого Гульбидина Зюбекова, который он защищал права женщин, защищал честь девушки, которая была ее, может, сосед или сестра, или жительница этого района. И я хотела бы сказать, что правонарушение в Таджикистане был раньше и до сих пор существует, и в будущем тоже продолжается, если не заканчивается этот режим. Мне очень затрогало это последнее выступление женщин, которые, я думаю, что их заставили, чтобы выступать против этого храброго человека, который защищал наших женщин, наши права, нашу честь. Они выступили и сказали против этой Гульбидина Зюбекова. Сказать, что почему они выпустили этот видеоролик об убийстве этого Гульбидина Зюбекова после месяца этого видеоролика, как они убивают этого человека, извините за выражение, хуже животных. Животные они убивают этого человека. И я как мать, как женщина, и мне это очень трогало, что как могут своего народа так погубить, да, таких молодых, таких храбрых, которые они ничего не совершили, не совершили какое-нибудь преступление, только сказали правду. Власти Таджикистана, чтобы была в Таджикистане справедливость, и чтобы дали жить спокойно народу. Спасибо. Спасибо, Гульбарг, правозащитник. За ваше приглашение. Да, действительно, я хочу поддержать слова Алима Шерзамуна о том, что только вот идентичность, сплоченность населения Горно-Бадахшанской автономной области служит тем, что народ знает об этих ситуациях, о таких нарушениях прав человека. Потому что такие нарушения прав человека, такие похищения, убийства, несудебные казни, сфальсифицированные уголовные обвинения и так далее, они случаются и в других частях Таджикистана, но так как народ Горно-Бадахшанской автономной области более сплоченный, то он более активно участвует в ходе разговоров с силовиками, с властями, мы об этом знаем. Такие случаются и там же.
Что вот разгневало наши власти, и почему власти вот до такой степени дошли, что они отключили интернет, что они обманули общественность как-то. Это то, что народ собрался на митинг. Абсолютно в Таджикистане собраться без согласования с властями, что-то говорить, требовать от властей запрещено, нельзя. Митинги все должны в Таджикистане проходить, которые должны хвалить правительство, например, или которые идут против каких-либо оппозиционеров. Можно собрать митинг у дома какого-то родственника, правозащитника, закидать его камнями, яйцами, можно собраться у здания какого-то посольства, выкрикивать лозунги против этого государства, что он поддерживает экстремистов, терроризмов и так далее, и так далее. Но нельзя собираться и требовать расследования какого-нибудь уголовного дела, нельзя собираться и требовать какого-то ответа от правительства. Это послужило основной причиной вот этих всех нарушений прав человека. Действительно, в смерти Гульбидина Зиёбекова власти еще не дали никакого ответа, и я думаю, что они никакого правильного ответа никогда не дадут. Если вы знаете, в ходе вот этих трехдневного митинга с 25 по 28 ноября была сформирована из общественности такая группа 44. То есть в эту группу из гражданских активистов вошли 44 человека, которые совместно с правоохранительными органами, я не буду говорить с властями, потому что власти, как таковой местной власти в Горно-Бадахшанской области, я думаю, не существует. Власть сейчас, как и везде, находится в руках силовиков, а точнее Государственного комитета национальной безопасности. Урегулировать вопрос. Они согласились, что будут совместно расследовать гибель, совместно будут привлекать к уголовной или административной ответственности тех лиц, виновных в этих случаях. Но, смотрите, сегодня я прочитал сообщение, что один из руководителей этой группы, Фарумуз Иргашев, заявил, что власти абсолютно однобоко проводят расследование. Расследование в отношении тех лиц, которые участвовали в митинге, проходит очень быстро, их дела уже почти готовы. В отношении силовых структур, в отношении сотрудников силовых структур, виновные в открытии огня, виновные в ранении, в убийстве, в избиении и других правонарушениях в отношении граждан, абсолютно не расследуется или находится только в начальном состоянии. Тем самым власти показывают, что они вообще не собираются как-то объективно рассматривать данную ситуацию в Горном Бадахшане. И это еще продолжится, я так думаю, такие ситуации продолжатся, потому что власти не хотят видеть на своей территории именно такой неподконтрольный им, неподвластный регион. Но как выступающие до этого уже говорили, мы видим, что власти всяческим образом пытаются внедрить в умы населения то, что власть была права, что силовики действительно правильно, что расстреляли, убили Гульбидина Зиёбекова, ранили тех, которые митинговали, потому что с уст даже, я не буду говорить о тех учителях, о каких-то людях, которые выступают и говорят, что Гульбидин был преступником. Об этом даже депутаты говорят. Законности в нашей стране нету. Хотя они должны знать, вот эти высокопоставленные люди, что никого нельзя считать преступником, пока еще не вступил в законную силу приговор суда. Этого человека только приглашали на допрос. То есть он был подозреваемым. Теперь по всему телевидению, по всему народу говорят, что он был преступником. Так и надо преступника убивать, если он не сдается. Но это что это было правильно. И в умы народа такое мышление внедряется, что то, что делает власти, это верно. А в общей ситуации с правами человека и в Таджикистане, и в Горно-Бадахшанской автономной области, я хочу сказать, что интернета нету, это является незаконным, я считаю, хотя по закону,
хотя по законам о борьбе с экстремизмом, еще другой есть закон по борьбе с терроризмом, есть такие пункты, которые, в которых можно отключить интернет в целях борьбы с терроризмом и экстремизмом. Но, как сказал вот сегодня, я прочитал сообщение, вот один из лидеров группы 44, Фарамуз Эргашев, сказал, что они пытаются договориться с властями, чтобы они соблюдали свои договоренности, включили, восстановили интернет. Но власти говорят, что именно боязнь того, что из Европы какое-то влияние на население Горного Бадахшана будет, и население под влиянием выступления именно оппозиционеров, политиков, нас с вами из Европы, могут еще раз вспыхнуть какие-то бунты, волнения, поэтому они отключили интернет. Это никаким образом не связывается с нормами законов о борьбе с экстремизмом и терроризмом. Это является противозаконным. Ну, на этом я заканчиваю свое выступление. Если еще какие-то дополнения или вопросы будут, я готов ответить. Спасибо, Джамшед. Азим, слышите нас? Да, да. Меня слышно? Так, Азим Якита, мы вас слышим. Слово предоставляется вам. У вас 10 минут. Да, спасибо вам большое за возможность высказать свое мнение. И я, Устод Алим Шарзамонов сказал о ситуации в регионе, и я не хочу, опять же, повторять вот эти высказывания Устода. И уважаемый Юров на законном основании сказал, на каком этапе находится наша ситуация в данный момент, ситуация на Памире. И я просто хочу высказать свое мнение по поводу депутата, который якобы, если народ, проживающий на территории Хорога, будут требовать свои законные права, если они будут так и настаивать на том, чтобы Комитет национальной безопасности отвечал за свои действия, за убийство Гулбудина и еще несколько людей, которые в ходе митингов застрелили и ранили. И если народ будет настаивать на своем законном праве, то якобы Дарвазский район выйдет из состава Горно-Алтайской автономной области. Я после этого инцидента сделал видеообращение, и я ответил этому депутату. И просто хочу вам сказать, что этого депутата, к сожалению, никто не знает. Я звонил и очень многим людям, ну, в связи с тем, что я тоже из Дарвазского района, я звонил очень многим людям. Почти никто его не знает. Есть версия, якобы он из какого-то другого джамуата. Короче, мнения разделяются, и этого человека никто не знает, во-первых. А во-вторых, по поводу того, что по поводу угрозы, которую сделал вот этот депутат. Во-первых, это я считаю, что не угроза. Такие слухи у нас есть, на самом деле, в Дарвазе, и они были раньше. И такие некоторые кишлаков, которые были, так скажем, возле Тавильдара, бывшего Тавильдаринского района, перешли к другому району. Такие у нас были некоторые кишлаков, они уже отдали другому району. И они этим хотели сказать, я не знаю точно, какие у них были мотивы, они этим хотели сказать, что если вдруг, ну, я так считаю, если вдруг опять будут какие-то проблемы в Хороге, в особенности в Хороге, потому что все эти ситуации, они связаны с Хорогом, и они связаны с Комитетом национальной безопасности. Все эти инциденты, которые были до этого, всегда они связаны с Комитетом национальной безопасности. Почему? Потому что на территории Горно-Бадахшанской автономной области, в связи с тем, что это граница с Афганистаном, и там очень много заставов, очень много комендатур, очень много военных частей, которые принадлежат Комитету национальной безопасности. И такие инциденты у нас были, люди требовали, они каким-то образом утихомирили этих людей, якобы давайте не будем, все, мы расследуем это. Ну, инциденты, которые были в 2008 году, инциденты, которые были в 2012 году, даже после того, как убили
Имам-Назара, я вам честно скажу, он был для памирцев больше, чем брат, больше, чем отец, больше, чем... Он был очень влиятельным человеком, он был очень хорошим человеком, его почти все знали, он не вмешивался в политику. После его убийства я не знаю, каким образом они утихомирили людей, и они отступались и пошли к себе домой. А данная ситуация у нас на Памире такая, что власти Таджикистана, в особенности Комитет национальной безопасности, боятся того, что если они дадут интернет, по всему миру распространяются вот эти видеоролики, которые мирные люди снимали, вот эти преступления, которые делали Комитет национальной безопасности. Это во-первых. А во-вторых, если я лично считаю, что нам уже отступать некуда. У нас другого варианта, другого выхода у народа, который проживает на территории Памира, другого выхода и другого пути нету просто. И физически, и морально просто мы не можем больше никуда обратиться. Поэтому уже мы сплоченные в данный момент. И есть очень люди, которые за границей уже контролируют эту ситуацию, неправительственные. И еще Фарумуз Эргашев в этом участвует, это очень даже хорошо. На законном основании народ Памира хочет справедливости. А если мы, это последний наш шанс, если мы не будем добиваться справедливости, это, во-первых, дестабилизация в регионе, я считаю. Во-вторых, это опять же будут повторяться вот эти моменты, которые у нас происходили, начиная с... Это не начинается с 2008 года. Они были во времена 92 года, во времена 94 года. Это со стороны кажется, что власти Таджикистана и Комитет национальной безопасности, вся эта структура и армия, зная, на что идут, они убивают народ Памира. Они в прямом смысле, если читать всю эту историю, это кажется, что власти Таджикистана хотят уничтожать вот этот народ. В связи с некоторые части территории Бадахшана отдали Китаю, некоторые части Дарвазского района дали другому району, и угрозы звучат таким образом, что якобы хорошо отметил депутат Ванского района, если так и будут продолжаться, Дарваз выходит из состава, намекая на то, что и Ванский район тоже выходит из состава. И этот депутат не просто так это сказал. Во-первых, депутат, которого звучит вот эти слова, он на 100 лет не мог додуматься до такого. Я это честно говорю, я это на 100% знаю, что он никогда не мог додуматься до этого. Ему кто-то подсказывал, чтобы намекнуть на то, что если вы будете требовать свои законные права, то Дарваз и Ванский район выходит из состава Горно-Балахшанской автономной области. Об этом правительство думает, об этом у государства есть свои планы. Они должны любым способом поставить на колени народ Памира. Это точка, любым способом. Другого выхода у них нету просто. И физически, и политически. Я так считаю. Спасибо вам большое. Спасибо, Азим. Предоставляется вам слово. У вас 10 минут. Добрый день, Малима. Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Коллеги. Я рад, что у нас есть возможность сегодня обсуждать эту самую больную и горячую тему в нашем регионе, в Таджикистане. Дело в том, что ситуация на Памире у нас в регионе не только влияет на Таджикистан, но и на весь Среднюю Азию и на Афганистан в частности. Всем известно, что в Афганистане сейчас к власти пришли талибы. Ситуация не очень хорошая, если это можно так сказать. Экономический коллапс, который сейчас находится в Афганистане, и все эти проблемы, которые есть в Средней Азии и в частности в Таджикистане, это не может доставить жителей Средней Азии и
в принципе, Россию и весь мир не беспокоится об этом. Дело в том, что Памирский регион всегда был для Таджикистана такой играет ключевую роль, потому что она находится очень в таком стратегическом месте. Стратегическое место для Таджикистана, она с одной стороны имеет границы с Китаем, это через Памир. Граница с Афганистаном, большая граница с Афганистаном, это в Памире. Поэтому она не может быть с Киргизией, она не может быть просто регионом Таджикистана, допустим, да. У нас есть проблемы и на севере Таджикистана, на границе, но она как бы не такой уж опасный, как Памир. Дело в том, что наши власти сейчас играют с огнем, они играют с хвостом льва, вот если так можно назвать Памир. Этот регион очень взрывоопасный. Если там взорвется, если народ встанет, возьмется за оружие, Таджикистану именно называется на Памире. Почему? Памир более свободный регион в Таджикистане. Давайте скажем честно, не боясь этого слова. У нас есть север Таджикистана, да, Худжан, Худжанская область, да. Люди уже давно успокоились, смирились с этим несправедливостью, смирились с этим злом. Они успокоились, сказали, что пускай будет это зло, чем, допустим, война или какое-то вооруженное восстание или еще что-то, да. Они с этим смирились, кулябцев успокоили, Гармский регион успокоили, но Памир с вами до сих пор не делал Гульбидин, что надо было его убивать. Даже если он преступник, я его не считаю преступником, я считаю его, если честно, я его считаю героем. Но если даже он был преступником, разве так задерживает преступника? Почему к нему не пришли домой, не повестку не дали ему, что приходи в такое-то время в отдел полиции, на прокуратуру, куда еще, пускай даже и в КГБ, почему его ни разу повестки нет? Ну, законным путем, почему они это не сделали? Почему именно надо было использовать спецназ, надо было испугать, ну, устрашать, что вот мы вот такие сильные, если вы станете лидером, мы вас убьем, уничтожим. Дело с Гульбидином не было просто задержание, это было чисто убийство, там никаких законных... Я лично не вижу никакой законности в деле Гульбидина. Людям зарабатывать деньги, построить у себя даже, не надо на юге или в Душанбе в центре, у себя на Памире какие-то места рабочие, да, ну, дать возможность людям пожить по-человечески. Этого достаточно. Наш народ в целостном, что памирцы, что кулябцы, что худжанцы, да, или центральные жители Таджикистана, они не такие уж требовательные. Им нужен минимальный. Мы никогда не требовали за эти 30 лет максимума. Мы требуем от властей минимума, которого может высказать свое мнение свободно. Конечно же нет. Разве у нас есть справедливые суды? В каком районе есть у нас справедливые суды? Никаком, нигде нет в Таджикистане справедливых. Есть хорошая медицина, разве у нас есть хорошая учеба, образование? Что у нас есть более нормального? Почти ничего нету. Ну, наш народ же не требует этого от властей. Они смирились, они терпят, лишь бы не было ситуации 90-х годах. Но да, мы сейчас не говорим о свободных судах или там справедливых судах, мы уже не говорим. Все можно валить на вот этого конфликта. У нас регион опасный, у нас рядом Афганистан, мы должны бороться с терроризмом. Они вот сделали для себя, поставили ярлык, что типа они борются с терроризмом. На самом деле они борются с инакомыслящих. На самом деле они... Прошение, вы должны заканчивать свое слово.
Да, я извиняюсь, что, к сожалению, для нас 10 минут это очень мало. Это очень мало, я понимаю, но Да. намечается Потому следующий что раз. очень многого надо говорить. На самом деле у нас очень много этих проблем. Если вот ваша вот эта конференция, очень хорошо, что вы это организовываете, да? Если мы выбрали бы из этих 5 пунктов одну даже, мы про одной могли говорить часами. Мы Целый сейчас час. говорим о 5 пунктах. Я понимаю. Да, Ну, вот это это очень только важно, первая что- конференция. Вначале у нас намечаются другие конференции. Дай бог, что у нас будет. У нас будет время высказывать дальше о других проблемах. Да, это надо обязательно делать, это надо довести до мирового сообщества, что у нас в регионе нету никакого экстремизма, не знаю, нету никакого сепаратизма. У нас чисто... Санаев, вам предоставляется слово 10 минут. Прошу. Слушаем вас. Авалан, ассаламу алейкум, Бадан, здравствуйте всем участникам конференции. Спасибо, что пригласили на эту конференцию. Этот конфликт у нас началось от 90-х годов, и до сих пор она и продолжается. Это убийство. Просто тогда были несколько группировок. Вот 90-х годов. После этой группировки убивали другие группировки. А из этого группировки остались только одни группировки под названием Народная демократическая партия Таджикистана. Вот и до сих пор они убивают не только бадахшанцев. Почему часто это происходит в Бадахшане? Потому что в Горно-Бадахшанской области они часто народ, как 200-300 лет назад у всех национальностей, все народы были свои особые еще старейшин, глава, кто управляют. А эта традиция до сих пор у нас сохранилась в Бадахшане. Вот у каждого область, район, деревни, ну, каждый в своем пункте есть свой человек, который авторитет. Ну, люди слушают. Есть авторитет молодежи, есть авторитет, например, еще выше кто-то. Гульбидин Зиобеков один из авторитетов был, который контролировал, ну, вот эти территории слушали его. Они часто, когда у них одного убивает, другой лидер появляется, и через 3-4 года и другой лидер тоже убивает. Ну, например, имам Назар убивали, вот это убивали, еще несколько убивали, которые были, тогда не были, наверное, интернет, и мы-то не узнали. Вот. Это случается и в Кулябе. Просто всех смирились, а в Кулябе больше нету лидера, как Чечня. Как ранее были лидеры, много полевые командиры, и всех их убили, посадили, и все, больше нет в Катлонской области вот такой лидер, чтобы выходили, и люди, чтобы слушали этого человека. А в Сагдинской области и 90-е годы поняли, что бесполезно, ну, в политическом поле играть с ними бесполезно. Люди уже отступали. Единственный остался, это у нас горно-бадахшанские люди, и до сих пор они борются, скажем, если коротко сказать, горно-бадахшанские люди за что умирают, за что их посаживают в тюрьму. Потому что единственные люди, которые не они нарушают закон, а те, которые власть нарушает закон, и они стоят против власти, чтобы не нарушать закон. Они не за нарушение закона умирают. Они, защищая закон, умирают. А в концовке их обвиняют, что они нарушали закон. Вот у меня в конце я хотел бы сказать всему миру, всему
Таджикистане митинговать – это терроризм. Ответ получит от всех мировых лидеров. Если мы насильно переворот делаем, то мир не признает нас. Если мы молчим, что нам делать? Вот просто я хотел бы здесь на этом заканчивать свою речь. Да. Ну, тут много говорит, просто 10 минут так-то мало. Спасибо. Спасибо, Акмал Асанаев. Наша конференция. Уважаемые участники, Михаил, по 1 минуту. Гульбарг, пожалуйста. А в конце потом заключительное слово Киалим там завершит. Что мы можем делать, Гульбарг? Что мы можем предложить? Я как вижу, что уже заканчивается эта конференция. Вот, например, вот я тоже жертва этой власти, потому что мой муж арестован в течение 15 лет, мой двоюродный брат 17 лет, мой брат тоже был арестован. Но мои дети вот без отца, вот тут живем. И хотела бы поблагодарить Полский край, чтобы они нам дали тут убежище, помогают нас, польский вот, народ, люди, волонтеры, вот эти фундации. Я хотела выразить свои благодарности. И в конце я хотела бы, чтобы они создавали такую группу, чтобы, ну, я не знаю, это есть такой возможности, чтобы их пустят в Таджикистане, чтобы был такой мониторинг отсюда, чтобы они следили, что происходит. Но я не знаю, что по юридически, есть такие права, у них есть такой возможности. Но чтобы какую-нибудь группу, чтобы вот это правозащитниками или какие-то, чтобы защищали права, чтобы они поехали в Таджикистан, и чтобы, как мы не можем туда, например, поехать, потому что нас тоже арестуют. И как наши, например, братья и муж мой, как арестован, уже 6 лет сидит без нечего в тюрьме, который был член политической партии. И я бы хотела тоже, чтобы, например, вот уже было в Таджикистане несколько раз вот эта амнистия, которой они выпустили преступников, выпустили а из политической партии они никого не пустили. Это люди, которые без нечего там сидят. Да? Вот мой муж, например, сидит 6 лет без нечего. И все 100 таких людей, которые сидят без нечего в тюрьмах. И сейчас я хотела бы сказать, чтобы они создавали такую группировку, вот, или правозащитники, или... Что именно, Гульбар? Группу, которые наблюдают там, да, например, что сейчас происходит в тюрьмах в Таджикистане. Который, вот мой муж, например, исчез почти год. Нету никакого вести от него, что он живет, он жив или нет, не живет. Ничего не известно. Да, спасибо большое. У меня такое мнение, что мы должны все Таджикистан, не от того, что в Хатлонской области или в Сагдийской области, или где бы ни проживали, мы должны вот сильно и очень крепко держаться за Памиром, чтобы восстановились вот эти справедливости, начиная с Памира. Потому что лично я считаю, что вот последний очаг того, что мы хотим у нас в стране, это уже есть на Памире. Все, что народ хотел, уже есть на Памире. Народ требует справедливости на Памире. Не надо разделять людей на наших и ваших. Не надо надеяться на других каких-то организаций, на каких-то правоохранительных организаций. Они помогают, чем смогут. Если народ не сплотится, если народ сам не требует этого, международные организации ничего не могут для нас сделать. Мы только должны сначала надеяться на то, что
чтобы мы сами что-то делали для этого. Мгм. Это последняя наша надежда. Если власти поставят на колени народ Памира, это означает, что все, уже мы потеряем все до последнего. Они могут завтра пригласить китайцев, потому что у нас в данный момент очень нестабильная, в регионе очень даже нестабильная ситуация с Афганистаном, с Китаем, с Кыргызстаном. У нас идет война, так скажем, возле границы Таджикистана и Кыргызстана идет война. Власти почему-то об этом молчат и постоянно говорят о том, что какая-то группировка, какие-то люди в Хароге или на Памире что-то делают. Властям надо осознавать тот факт, что они нарушают законы, которые они приняли, за которых мы голосовали. Во-первых, Конституцию. Всем нам надо держаться за Конституцию, за эти законы, которые, по крайней мере, есть некоторые моменты у нас в законах. Азим, przepraszam, Азим, вы предлагаете то, что народ должен быть сплоченным, так? Не Да. надеяться ни на какую организацию. Это ваше предложение. Да. Мгм. Спасибо. Спасибо. Мы вас услышали. Спасибо вам большое. Джамшед, Одинаев, Фархот, Да, я вас слышу, Малима. 1 минута вам. На ваше распоряжение еще можете высказать, завершить. Вы завершили слово. Скажите, что мы можем делать? Предложение ваше. Как мы можем решить это вопросы, проблемы? Да, я вообще-то предлагаю польским нашим коллегам больше сотрудничать с нашими правозащитными организациями, которые находятся в Европе, в частности в Польше, которые находятся руководство Таджикистана, что так больше не сможет продолжаться. Один день все равно регион взорвется, и это будет намного хуже для нашего народа, для нашей республики, чем та ситуация, которая находится сейчас. Этим несправедливостью, которую они создали в Таджикистане, это им боком выйдет. 1 минута, ваше распоряжение, можете высказать и давать какие-то предложения свои. В заключение надо сказать, на самом деле мы, не только мы, а много стран, которые очень зависят от европейских, от американских, от российских, от других стран, очень зависят. Почти они решают у нас, что будет и что должен быть завтра или послезавтра. Какую землю куда отдавать, а откуда отобрать, почти они решают. Основные финансовые точки решаются помощь Европы в Таджикистане. Все мы прекрасно знаем, у нас нет таких больших производства, заводы, что-то там, чтобы содержать людей. Мигранты Таджикистана от России, от Америки, от других стран, которые есть, от иммиграции получают, это мизерная сумма. А все... Я предлагаю Европу больше как-то не отдавать деньги и гранты лишние, и более прижимать немножко, и более изучать Европу, оппозиционеров, что они хотят. Если так будет идти, придется или народу, как-то говорят, если в угол загоняешь, они на любой будет готовы, на любой путь. Присоединяются, например, рядом Афганистан, просит помощь оттуда, примут их условия, они будут развиваться. Пока есть шанс, можно прижимать. Если нет, то когда будет упущен этот шанс будет упущен, потом будет поздно. Акмал Асанаев, мы слушали вас. Спасибо вам большое. 1 минута дополнительными даем, чтобы вы
предъявили свои предложения, как мы можем решить этот вопрос, как мы можем проблемы в основной Горно-Бадахшанской автономной области и вообще в Таджикистане. Вообще-то одной определенной формулы, как исправить эту ситуацию, нету. Все преследующие выступающие уже отчасти сказали, что надо делать. Я немножко буду дополнять. Нам нужно увеличить наше сотрудничество. Нам, я говорю, активистов в Таджикистане, которые даже внутри Таджикистана, за пределами Таджикистана, надо активировать свою работу в сфере взаимодействия с другими международными правозащитными организациями, например, и в Польше, в Германии, в Англии, в Америке, где бы они ни были, чтобы мы с ними совместно донесли до правителей этих стран, до тех стран, которые финансируют, довести в суть ситуации, что они поддерживают экстремизм, терроризм, фактически поддерживают диктаторский режим. Деньги, и они как налогоплательщики как бы финансируют такие режимы. Они должны оказать влияние на свои страны, чтобы всячески ограничивать и дипломатически, и финансово ограничивать помощь международных правозащитных организаций, к мнению каких-то посольств или ведомств. Это только его финансовые ограничения, его финансовых возможностей. Они очень падки на деньги. Если заморозить их деньги, то они будут уже как-то идти на компромиссы. Можно соблюсти какие-то вот права человека. Можно что-то делать. Это одно. А другое, как сказал правильно Азим, без того, что народ не захочет, мы сами, мы или кто-то еще другой извне ничего не может сделать. Надо побольше говорить, побольше рассказывать, побольше пытаться поднять духовность народа, самобытность народа, свою самоидентичность народа, какое-то чувство гордости того, что есть в данное время. И я надеюсь, это как-то в дальнейшем потом как-то послужит, что народ встанет, народ не будет бояться защищать свои права и свергнет в конце концов такой диктаторский режим. Спасибо за приглашение. Спасибо. Спасибо. Я хочу дать Лиму Шерзамону, потому что он много лет работал в политике. У него есть опыт политический, он с Бадахшана, с Харуга, и так как наша тема была о Бадахшане, поэтому я хочу, чтобы он дал свое заключение, заключительное слово. Пожалуйста. Спасибо всем участникам, очень полезная была встреча. И как тут спрашивали, что делать, вот одно из дел, которые мы сегодня и вот то, что вы сегодня сделали, это вот одно из дел, которое нужно было делать, нужно побольше делать. Мы варимся в своем котле. Мы, например, у нас есть много YouTube-каналов, много других средств, которые мы общаемся со своим народом, но этот народ от нас как бы отделяет дорогой интернет и с маленькой скоростью, и еще регулярно его отрезают людям. И так мы с ним, со своим народом не в полной мере мы связаны. А еще мы варимся в своем котле, и о нас не знают другие. То есть вот такие площадки нам нужны, чтобы о нас знали хотя бы. Знали о наших проблемах. То есть население других стран, как сказал Джамшид, гражданское общество ставило на свои правительства, чтобы такого таракана, им отрезают интернет и ограничивают связи, и мы не можем до них добраться, скажем, тот же Starlink не будет работать в том государстве, правительство, которое с ним не согласует. То есть, если Рахмон согласуется со Starlink будет там, а иначе не будет. Значит, те демократические институты, демократические страны, которые создали все эти ресурсы, информационные ресурсы,
тот же YouTube, тот же, не знаю, Facebook, они сотрудничают с такими режимами, чтобы работать в той среде, они сотрудничают с этими режимами. И мы просто вызываем, у нас нет у нас другого выхода. Мы хотим громко заявить о своих проблемах, чтобы кто-то нас слышал. Как сказал один из наших товарищей сегодня, мы не хотим революционным путем, то есть вооруженным путем, ввергнуть страну в еще одну гражданскую войну. Мы хотим легальным путем изменить положение вещей. А легальным путем сегодня в глобальном мире, к сожалению, такие карликовые страны, как наша, мы своими силами, то есть исключительно своими силами, даже Украина пока не может, даже, скажем, та же Белоруссия, исключительно своими силами, а про Таджикистан и говорить не приходится. То есть мы вынуждены, все прогрессивное человечество, которое за то, что во всем мире была судебная справедливость, другой, третий, четвертый, то есть защищенность населения, все мы должны работать как-то вместе. И сегодня вот одна из этих мер, которые вы предприняли, чтобы мы общались с другими людьми. И дай Бог, чтобы такие платформы были гораздо чаще, гораздо шире, и чтобы мы, представители гражданского общества Таджикистана, Польши, других европейских стран, более совместно начали решать проблемы, которые кажутся далеки от Польши, а они недалеки. Потому что сколько беженцев, таджиков сейчас в Польше, и сколько еще собираются сюда. И после этих событий, может, сколько еще нахлынет, скажем, в Польшу. Польша не может быть в стороне от этого, другие страны. Поэтому нам нужно совместными усилиями возвратить, чтобы мы возвратились к себе на родину, и чтобы больше беженцев не было. Были здесь по работе, по туристам или еще как, но не беженцы. Понятно. Спасибо. Спасибо, Алим Шерзамонов. Пан Витек, может, хотите поразмовить? Я только хочу, может, поблагодарить вам всем за ваше участие. Я не знаю, слышно мне сейчас, нет. Но я хотел сказать, что очень важно, что как бы мы встречаемся даже небольшим, но мы знаем очень хорошим и важном составе. И думаю, что на самом деле то, что вы все сказали, это очень, очень важно. Но важно тоже, чтобы у вас были все возможности, энергия, чтобы даже в маленьких группах встретиться и отвечать тоже на потребы, которые есть современного общества, да, в смысле, чтобы готовить кампании, которые молодые генерации, молодое поколение включат в ваше дело. И, конечно, мы будем хотеть вас всегда поддерживать. Я думаю, что на следующий раз такую встречу нужно будет пригласить и, может, и польских правозащитников, и вообще с разных стран мира. В таком деле, конечно, важно, чтобы то, что вы сказали, чтобы ваш голос был услышан. И это первый шаг. Но, конечно, этих шагов очень много. И очень хорошо, что вы тоже уже сейчас думаете, как можно будет потом решить разные проблемы, вопросы. Потому что, как мы, например, у Польши, мы видим, что демократия, свободные, нормальные, независимые суды, свободные медиа, это не вещь, которую можно один раз только
бориться и уже быть спокойным, что навсегда нужно это всегда защищать и работать над этим, как потом можно функционировать в обществе, где будут должны жить и ваши враги, как сейчас можно сказать, и вы, и чтобы как бы делать общество, которое как-то не будет выключать других, не так, как сейчас диктатура Таджикистана это все делает. To wszystko. Dziękuję bardzo Pan Witek, всем участникам конференции и те, которые будут слушать нас. До новых встреч!